Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Сегодня мы с вами поговорим, наверное, о самом распространенном историческом стереотипе восприятия татар, башкир, Башкирии. Тем более, мое позапрошлое видео, где я рассказывал, как башкирские миссионеры пытаются проглотить мишар, и рассказывал об истинной численности этнических башкир в 19 веке, так вот это видео набрало более 250 лайков. Именно в этом видео я вам и обещал рассказать о так называемых башкирских восстаниях, которые на самом деле татаро-башкирские восстания. Если вспоминать или читать об исторических событиях, связанных с Башкирией времен царя Алексея Михайловича и Петра Великого, то многим людям, и мне в том числе, до недавнего времени приходило в голову образ этакого башкира, который был беспокоен, который был недоволен, что происходит в России. Был недоволен тем, какую внутреннюю политику определили Петр I и Алексей Михайлович в отношении подданных своего государства. И все моменты завязываются в один крепкий историко-событийный узел, который называется как серия башкирских восстаний 17 и 18 веков. Почему произошли эти восстания? Думаю, на этот вопрос исторические исследования и сами историки уже ответили. Петр I прорубал окно в Европу, он вел длительную войну со Швецией, так называемую Северную войну, которая длилась 21 год. Война – дело очень дорогое, которое только и умеет, что пожирать ресурсы. Ресурсы материальные, людские. Поэтому Петр I поставил перед своим правительством задачу достать ресурсы на войну со шведами любыми путями. Российские чиновники мигом взялись за увеличение налогов, взимаемых жителей России. Налоги дирались практически со всех подданных государства Петра I, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Именно поэтому мы в XVIII веке наблюдаем восстание не только башкир, но и казаков, татар, черемис, староверов, даже чеченцев и так далее. Чтобы у вас сложилась наиболее полная картина происходящих событий в Поволжье по части восстаний, я вам рекомендую прочитать книгу авторитетного тюрколога и историка Ахмед Заки Валиди, которая называется как «История башкирского народа». Итак, тот же Ахмед Заки Валиди в своей книге «История башкир», когда описывает восстание, скажем, 17 века, определяет важную роль уфимских татар в таких восстаниях, как Сеитовский бунт 1681-1684 годов или восстание 1662-1664 годов, прозванное как Дайчиновщина. Немного вас введем в курс дела по этим якобы башкирским восстаниям 17 века. Чего хотели восставшие 1662-1664 годов? Восстановление сибирского ханства во главе с ханом Кучуком, правнуком знаменитого хана Кучума. Корни этого восстания находятся в другом восстании 1648 года гетмана Богдана Хмельницкого. Он поднимает восстание казаков. Казаки заручаются поддержкой крымского хана против России. Россия судорожно ищет союзников в борьбе с крымскими татарами и находит их, союзников, в лице калмык. Калмыцкий правитель Тайша Дайчин, в честь которого и было названо это, якобы башкирское в кавычках восстание, принял подданство России и направил свои войска против крымских татар. Но между башкирами и калмыками были свои конфликты, и русская администрация Уфы направляет специальный отряд к башкирам, чтобы собрать все то, что они в свое время забрали, уволокли у калмыков. Жители Уфимского края с этим были не согласны, отчего и пошел бунт. Когда восстание набрало размах и оборот, тут появились и сторонники восстановления сибирского ханства. Сеитовский бунт 1681-1684 года. Это на самом деле реакция жителей Уфимского края на политику российских царей, а именно Алексея Михайловича, который вводил законы, определяющие приоритет для землевладения тем, кто переходил в православие. То есть речь идет о попытке христианизации. Не зря лидера восстания зовут Сеид Джафар. А кто такие сеиды в Золотой Орде и в постордынских татарских ханствах? Это
религиозные деятели и моральные авторитеты в мусульманском сообществе. Все перипетии событий этих двух восстаний 17 века я вам рассказывать не буду. Мой эпитаж и соавтор канала «Татары мира» Ренат Хабибуллин как раз делает подробные передачи о восстаниях. Но мы хотели бы уточнить некоторые его выводы, что якобы башкиры добились отмены для себя подушного налога в результате этих бунтов. Речь идет о Кусюмовском восстании, то есть Алдаровщине и так далее. Итак, что мы видим в результатах восстаний начала 18 века? Во-первых, 22 января 1719 года выходит указ правительствующего сената об исключении из переписи татар уфимских, астраханских, башкирцев и сибирских инородцев. То есть, получается, нет отдельной привилегии для башкирцев. Или же, как минимум, в восстаниях начала 18 века участвовали татары уфимские, астраханские, башкирцы и сибирские татары и добились таких привилегий. Во-вторых, 26 июня 1724 года в плакате, это такой документ, о сборе подушных денег говорилось следующее. С государственных крестьян, то есть с однодворцев, с татар, с ясашных и сибирских губерний пашенных, прежних служб копейщиков и так далее, поголовную перепись написаны и в раскладку на полки положены, не обходя никого, по 74 копейки с души, кроме астраханских и уфимских татар и башкирцев и сибирских ясашных иноверцев, которых переписывать и на полки раскладывать не велено. То есть, получается, что уфимские, астраханские, сибирские татары и башкирцы вновь в привилегированном сословии, и все это благодаря прошедшим башкирским, якобы в кавычках, восстаниям. Но я остановлюсь на роли именно уфимских татар в этих восстаниях 17 века, о чем написал Ахмед Заки Валиди. Центральные и северо-западные башкирские улусы, роды Катай и Табын и уфимские, тюменские татары в 1662-1663 годах под руководством туринских принцев, то есть потомков сибирского хана Кучума, и с помощью калмыков начали восстание и подняли на ноги все башкирские роды. Обратите внимание, что Заки Валиди тут фактически уфимских татар называет двигателем, мотивационным ядром восстания 1662-1663 годов. А вот в этом месте Ахмед Заки Валиди определяет уже географические территории проживания уфимских татар, участвовавших в восстании. В 1664 году данная борьба стала еще более масштабной. В этой связи в русском источнике говорится, уфимские и черемисские татары, башкиры и вагулы были обмануты сибирскими принцами. Уфимские татары – это прежние татарские тумены, жившие по реке Идель около Уфы, в месте соединения Ак-Идели с рекой Дим. Черемисскими татарами в русских источниках называли часть татар, живших в местах, граничивших с черемисами. И в данном случае речь идет о татарах, соседствующих с черемисами, жившими около Уфы, или о татарах, переселившихся с казанской стороны и живших здесь в соседстве с теми же черемисами. То есть мы видим, что Ахмед Заки Валиди четко разделяет татар, то есть ранее проживавших около Уфы, и татар, переселившихся в Беловожье с казанской стороны, которые участвуют в восстаниях 1662-1664 годов. А вот что пишет Ахмед Заки Валиди об участии уфимских татар в сиитовском бунте. Занимающиеся земледелием татары, чуваши, черемисы из-за этих войн испытывали урон, поэтому были на стороне русских, а башкиры и калмыки их наказывали. Вместе с тем, так называемые уфимские татары, то есть тюменские татары, жившие недалеко от Уфы, то есть тюменские буздякские татары, в древности, во времена ханов, принадлежавшие войскам. И вот эти тюменские татары Западной Сибири в ходе восстания были союзниками башкир. Итак, башкирское, в кавычках, восстание 1704-1711 годов. Начало восстания связано с указом, объявленным петровскими сборщиками налога Жихаревым и Доховым в августе 1704 года в Башкирии в Азиевской мечети. Указом вводилось 72 новых налога, в
том числе на мечети, мул и на каждого приходящего в молитвенный дом. В указе также требовалось строить мечети только по образцу христианских храмов, устраивать кладбища рядом с мечетями, фиксировать заключение браков и смерть прихожан мулом только в присутствии русского священника. Кроме того, эти чиновники потребовали 20 тысяч лошадей, а потом еще 4 тысячи воинов. В то время Россия вела Северную войну со шведами, и такие были запросы. Одним из главных руководителей восстания 1704-1711 годов был феодал Тамьянской волости Ногайской Даруги Уфимского уезда Кусюм Тюлекеев. Ахмед Заки Валиди сообщает, что восстанием Кусюм Тюлекеев руководил на востоке и севере современного Башкортостана по Осинской дороге около Уфы и Перми. На западе восстанием руководил его ближайший друг и сподвижник Исмаил. Вот как описывает Заки Валиди происхождение Кусюма Тюлекеева и его род на башкирских землях. Тщательное изучение документов, относящихся к исследуемым событиям, показывает, что Кучум, Кюмет и Акай по существу были беями из восточных башкир или тюменских татар из окружения Кучум-хана. Существует свидетельство о том, что сын Кучума Акай, руководивший в 1738-1741 годах большим восстанием, был именно сыном этого Кучума. Есть также доказательства, показывающие, что Акай и Кучум по происхождению были не башкирами, а из татар. О каких доказательствах говорит Ахмед Заки Валиди, называя руководителей восстания 1704-1711 годов, которые мы по привычке сегодня называем башкирским татарами. Авторитетный тюрколог ссылается на сборник исторических источников, опубликованный в 1937 году в Татарстане. Там упоминается анонимная рукопись XIX века, которая на самом деле рассказывает о восстании, которым руководил сын Кусюма Тюлекеева, Акай Кусюмов, в 1735-1740-х годах. Да-да, оказывается, двумя большими восстаниями в XVIII веке, о которых мы знаем как якобы о башкирских, оказывается, этими восстаниями руководили татары. Анонимный автор XIX века сообщает об Акае Кусюмове следующее. Акай был татарин, наездник, оставивший по себе в здешних местах память разбойника, зажигателя, губителя. Он вместе с товарищем своим Алдар-Баем появился со своими шайками в Оренбургской губернии лет за 100 с лишним до сего времени. По рассказам, причиной его появления была та, что он, видя по взятии Казани власть политическую России утверждающуюся и христианство распространяющееся, вздумал положить тому пределы возмущением. Набравши многочисленные толпы из татар, башкирцев и вольницы, он пошел с огнем и мечом на православных христиан. Исходя из этих данных, мы задаемся вопросом, а какую роль играли татары современного Башкортостана в период так называемых башкирских восстаний 17-18 веков? А то из-за многочисленных телепередач Салавата Хамидуллина получается, что поднимать восстание – это какая-то исключительно историко-мировоззренческая особенность, что ли, башкир. Размах восстания при Кусюме Тюлекееве был внушительным и впечатляющим даже по меркам его времени. Татарские беи, исконные землевладельцы на Беловожье, которых русские власти включили в сословие башкирцы, объединились в этом восстании даже с калмыками, которым они из-за восстания 17 века особо теплых чувств и не питали вовсе. Действовавший вместе с башкирцами калмыкский хан Аюка в 1708 году сжег больше 100 русских деревень в Пензенском и Тамбовском уездах. Разбираться с недовольством башкирцев Петр I в Уфимский край направляет воеводу Александра Сергеева. Тот еще исторический персонаж, фрукт. Он только еще больше стал требовать с башкирцев лошадей, налогов, возвращения людей, которых ранее восставшие башкирцы пригнали к себе из тех мест и губерний, куда ходили походами. Восстание Кусюма Тюлекеева и Ялдара Исекея
могли обернуться реальной потерей российским государством Поволжья. В задумке восставших было поднять все мусульманское население Поволжья, захватить Казань и восстановить на территории Южного Урала, Среднего Поволжья и Западной Сибири Чингизидское ханство во главе с представителем династии Шибанидов-Кучумовичей султаном Ибрагимом, который уже был провозглашен ханом. В 1708 году отряды Кусюма Тюликея и Алдара не дошли до Казани буквально 30 километров. Кстати, идея захватить Казань, отколоть Казанскую и Уфимскую губернии и создать на их месте независимое татарское восставшими пришло в голову не просто так. И дело тут не только в том, что все еще оставались чингизиды в лице потомков сибирского хана Кучума. Тут надо брать глубже. Разгадка этого находится в составе командиров повстанцев. Есть такая интересная личность Султанбек Мятиков, который является потомком прославленного защитника Казани и Батыра Япанчи, который приложил немало усилий, чтобы остановить войска Ивана Грозного, потрепать его силы в 1552 году. Друзья, ставьте лайки и пишите комментарии, если вы хотите, чтобы я вам рассказал неизвестные страницы истории потомка легендарного Япанчи. В общем, поход на Казань не удался. Петровские военачальники смогли подкупить калмыков, и те ударили в тыл, в спину восставшим, совершили набег на их дома. В 30 километрах от Казани отрядом повстанцев пришлось развернуться и возвращаться к себе в Уфимский край. Чем в целом закончилось восстание татарских башкирцев во главе Кусюма Тюликеева? Царское правительство было вынуждено отменить новые налоги, осудить произвол и насилие местных властей, и в конце 1711 года выступление в крае прекратилось. Российское правительство провело судебный процесс, закончившийся осуждением за превышение полномочий и казнью правительственных бывших чиновников, чьи действия только спровоцировали бунт, а именно Сергеев, Дохов и Жихарев, требовавшие с башкир налоги, не предусмотренные законодательством. А теперь о восстании уже сына Кусюма, Акая, который возглавил, как его отец, бунт. Восстание его длилось с 1735 по 1740 года. Это по большей части реакция башкирцев на наступление на их право по землевладению, реакция на углубление процесса освоения Уфимского края российским государством. В Уфу прибывает Оренбургская экспедиция. Это такое учреждение, целью которой было заложение и строительство городов, например, крепости Оренбург, Орск и так далее. Такая прыть русского государства по освоению приуральских земель вызвала серьезное недоверие, подозрение со стороны местных землевладельцев, и они начали готовиться к восстанию. В 1735 году прошел их съезд, где башкирские землевладельцы всех 4 дорог подтвердили свое намерение пойти против правительства Анны Иоанновны и против вот этой так называемой Оренбургской экспедиции. Восставшие Казанской дороги под предводительством Акая Кусюмова, Гумера Тахтарова, Тихона Кушкаева, Султанмурата Дюскеева осаждали Менделинск, Новошишминск, Заинск, Кичуевск. А во второй половине сентября крупные силы восставших во главе с Кельмяком и Акаем сосредоточились около Уфы для нападения. Но вскоре они, узнав о движении Кириллова, который был руководителем Оренбургской экспедиции, с основными силами из Орска в сторону Уфы пошли к нему навстречу. В начале октября 1735 года они в бассейне реки Ашкадар напали на этого самого Кириллова. Затем начались затяжные переговоры между правительственными начальниками и лидерами восстания. Генерал Александр Румянцев, обманом пообещав, что будет процесс переговоров, заманил к себе Акая и арестовал его. Акай был пойман, арестован вместе с другими предводителями восстания. Его отправили в Москву, а затем в Санкт-Петербург. Его дальнейшая судьба неизвестна. Но наиболее известным в последнее время символом восстания башкирцев в 1735-1740 годах является
сожженные на костре татары Тайгильды Жуляков и Кисякбека Байсарова. А сожгли их за то, что после насильственного крещения они все равно вернулись в ислам. По поводу, кстати говоря, Байсаровой. Совсем недавно в Башкортостане разгорелся скандал из-за спектакля, который был как раз таки посвящен Кисякбеке Байсаровой. Власти Башкортостана откровенно признавались, что, мол, посетители театров и зрители спектакля о Байсаровой могут пошатнуть основы российского государства. Поэтому спектакль о Кисякбеке был запрещен. Успокаивать взбудораженную запретом спектакля аудиторию назначили уфимского историка Рамиля Рахимова. Вот что он сказал на встрече с недовольными актерами театра. Сейчас не автомат стреляет, сейчас история стреляет. Потом автоматы люди берут. Вы это можете понять? И виноваты не те люди, которые автоматы взяли, а виноваты артисты, ученые, которые сидят в кабинетах и пишут чепуху. Кем на самом деле была по национальности Кисякбека Байсарова? Есть исторические документы, в одних она написана как татарка, в других как башкирка. К сожалению, мы не можем проанализировать тщательно исторические документы, исторические источники, чтобы определить, что имеется в виду под словом башкирка, которым определяют Байсарову. Она башкирка по этносу или башкирка все-таки по сословию? Так или иначе, башкирская бюрократия в лице Министерства культуры Башкортостана отменила спектакль о Кисякбеке, а устами Рамиля Рахматова та же самая башкортостанская бюрократия запретила жителям своей республики вспоминать страницы истории, связанные с насильственной христианизацией и смертной казнью за возврат к исламу. Мы считаем, что башкиры абсолютно правы и по справедливости возмущаются подобной исторической цензурой, но мы не понимаем сторонников считать Байсарову только и исключительно как башкирку. Ну, есть же исторические документы, где она указана как татарка. Читаем. Оной татарке за 3 побега и что она, будучи в бегах, крещенная обосурманилась, учинить смертную казнь, сожечь. А значит, татары тоже могут считать Кисякбеку Байсарову своей. Тем более истории о насильственной христианизации и наказание за возврат в ислам после крещения татарам исторически очень даже знакомы и понятны. Татары тоже могут по справедливости возмутиться действием башкирских чиновников. Но получилось так, что не могут башкиры в одиночку отстоять свою как бы национальную историю перед лицом башкирской бюрократии. Значит, надо дружить с татарами, которые сопроводят такие запретительные истории и общественным резонансом, и широким обсуждением, и поддержкой, и растиражированием, и так далее. Когда я готовил этот материал, где раскрывал роль именно татар в этих так называемых башкирских восстаниях 17-18 веков, то ставил перед собой цель попытаться как-то воздействовать на очень сильный, возрастом, наверное, в несколько десятилетий стереотип, что если кто из народа и восставал на территории современного Башкортостана, то это только башкиры. На примере движущего ядра в лице уфимских татар во время восстаний 1662-1664 годов, во время сиитовского бунта, во время кусюмовского и аккаевского восстаний, а в плане персонифицированного символизма насильственной христианизации, сжигания татар, мы видим, какую огромную роль в этих исторических событиях играли татары, называемые в указах Российской империи уфимскими татарами. Татары в этих событиях не были ни статистическим наполнением восстаний, ни декорациями. Но почему татары так активно отстаивали свои интересы? Мне кажется, тут все дело в коллективной памяти, которая передается из поколения в поколение. Вот смотрите, вот обратите внимание, вот сегодня в Башкортостане главным идеологическим оружием башкиризации татар сделали шажаря, родословные.
то есть коллективная память о своих предках у башкир. Но в этих шежере нет никаких ноток, намеков что ли от своих предков, что если что-то не так происходит, то потомки должны поднять восстание. Мы проанализировали, например, родословные башкирского рода Юрматы. Юрматинцы о себе пишут, что когда нужно было быть нагайцами, то они были ими. Что когда надо было стать иштяками, они назвались иштяками. А когда появился запрос на башкирство, так сразу стали башкирами, башкирцами. То есть форма коллективной памяти юрматинцам предписывает подчиняться, адаптироваться, терпеть, как бы тяжело не было. Этого не скажешь, например, о роде татар Кусюмовых. Там не только Кусюм Тюлекеев и его сын Акай Кусюмов участвовали в бунте. В сеитовском восстании участвовал также и отец Кусюма, дед Акая. Вообще, родом тамьяновцев-кусюмовцев восхищался и сам Ахмед Заки Валиди. Вот что он пишет о них. Тамьяновцы были признаны самыми смелыми и решительными воинами. У башкир сохранилась даже поговорка: если речь о войне, то об этом спроси у тамьянцев. Если интересуешься скандалами, то есть спорами и руганью, узнай об этом у сарайлы минцев. Отсутствие воинственности в некоторых башкирских родах заметил все так же наш Ахмед Заки Валиди. Он в своей книге рассказывает, как потомки сибирского хана Кучума в XVIII веке периодически пытаются вернуть свои владения, воюют с русскими войсками. И вот внук Кучума Абылай-Гирей ведет партизанскую войну с московскими войсками. Ему помогают беи чатских татар, мурзы, абак, тарлап, некоторые башкирские рода и уфимские татары. Его ставка была вдоль реки Ишим в местности Кашкаргай. Также была его ставка на территории современного западного Башкортостана, рядом со Стерлитамаком у горы Таратау. И вот где-то в 1636 году султана Аблая московские войска после неудачного его похода на Уфу берут в плен. И все. После этого мир у некоторых башкирских родов поменялся, обрушился. Это событие, арест внука Кучума Абылай-Гирея, оказал сильнейшее удручающее духовное воздействие на сознание табынских, минских, юрматинских башкир. А что двигало уфимских татар, татар-тамьяновцев, кусюмовых, татар северо-запада Башкортостана? Также коллективная память. Мы вам во время рассказа о башкирских восстаниях называли интересную историческую личность Султанбека Мятикова. Его корни доходят аж до самого верного и знаменитого защитника Казани Япончи. То есть, понимаете, перед человеком 17-18 веков стоял выбор: либо бежать от напастей, проблем и ограничений, либо сидеть и адаптироваться, продолжать терпеть, либо поднять восстание. Естественно, что татары-предки Япончи, помня, что он сделал для защиты Казани от Ивана Грозного, будут участвовать и далее в восстаниях. У меня есть интересные материалы о Японче. Подписывайтесь на наш канал, не пропустите, особенно жители Дюртюлинского, Илишевского, Чекмагушевского и Бураевского районов Башкортостана. Вас эта тема касается в первую очередь.